Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Что такое язык вражды в современном Крыму и как часто к нему прибегают СМИ на полуострове? Против кого он чаще всего используется? Может ли убийство двух крымских татар в Симферопольском районе быть связано с культивированием языка вражды и ненависти? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Итак. Вчера в селе Давыдовка Симферопольского района в собственном доме была убита 33-летняя крымская татарка. Ее маленький сын с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, однако от полученных травм скончался. Как сообщает издание «Авдет», ссылаясь на слова очевидцев, в доме находилась еще бабушка и ребенок, которые успели скрыться. В социальных сетях пишут, что видели, как задержанный бродил по центру Давыдовки через несколько метров от дома. Жертв убийца разбил окно в машине, а в соседнем доме оставил кровавые следы на дверной ручке. Убийцу очень скоро задержали, им оказался 23-летний местный житель. На сегодняшний день, что нам сообщает, точнее, что сообщает всем крымским журналистам, старший помощник главы Крымского управления Следственного комитета России Евгения Беликова. Давайте ее послушаем. В Симферопольском районе было обнаружено тело 33-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти и ее малолетний сын с ножевыми ранениями. Мальчик был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через некоторое время скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство двух и более лиц. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Здравствуйте. Заир, вы меня слышите? А я вот Заира, к сожалению, не слышу совершенно. Так, дорогие радиослушатели, у нас небольшая техническая проблема. Мы попробуем связаться с Заиром Смедляевым чуть позже. В социальных сетях уже опубликовано фото молодого человека 23 лет, напомню, задержанного за убийство крымской татарки и ее ребенка. На самом деле оказалось, я сейчас процитирую непроверенное сообщение из социальных сетей, датированное вчерашним днем. Уважаемые соседи, сегодня в Давыдовке в кооперативе «Изумруд» днем произошло страшное убийство. Какой-то отмороженный тупо ходит по дворам, у кого открытые калитки. Он убил молодую женщину ее же кухонным ножом и порезал ребенка. За жизнь ребенка борются на Титова. Это больница в Симферополе детская. Но скорая сказала, шансов мало. Дальше он прошел несколько метров и разбил в машине стекло. В соседнем доме оставил на дверной ручке свои кровавые отпечатки. Вот фото, звонить в милицию, сказали, что его уже видели в городе. Закрывайте, пожалуйста, не только калитки, но и входные двери. Будьте осторожны, берегите себя и своих детей. И с нами на связи Заир Смедляев, глава, напомню, Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь на сегодняшнее утро дополнительные новости, есть ли какие-нибудь сведения и сообщения о произошедшей вчера трагедии? Например, сообщает ли полиция,
что личность задержанного установлена, что он объяснил или, по крайней мере, дал показания о том, зачем, почему он это сделал, или пока ничего это неизвестно? Ну, как предварительно там, я, конечно, не могу ручаться за достоверность этой информации. Этот молодой человек имел опыт участия в каких-то военизированных формированиях и вроде бы даже где-то принимал участие в боевых действиях. Ну, я не могу это достоверно утверждать. Ну и точно так же, что дома он наглотался каких-то таблеток, ему стало плохо, вызвали скорую, из которой он убежал. Опять же, достоверность этой информации, ну, пока на уровне там одна бабушка сказала, но вот такие вот вещи. Понятно. Вчера просто я был там на похоронах и вот. Уточните, пожалуйста, если вы можете, потому что в средствах массовой информации подается различная информация. Сколько детей осталось у погибшей? Один или двое? 5-месячный ребенок, мальчик, и девочка 5 лет. Ага, спасибо за это уточнение, потому что в средствах массовой информации прошло сообщение о том, что остался только один ребенок, но теперь мы будем знать, что их двое. Теперь к более широкому контексту. Мы пытаемся в нашей программе сегодня разобраться, может ли повлиять, скажем так, культивирование языка вражды и разжигание ненависти, которое как бы там по российским законам карается вплоть до тюремного заключения, но, тем не менее, культивируется все-таки в крымских СМИ на выбор жертвы. Мы, понятно, что не можем до оглашения там судебного приговора точно утверждать, что именно двигало и какой мотив был у этого молодого человека, совершившего убийство. Но, по вашему мнению, вот может ли человек в подобной такой стрессовой ситуации, насмотревшись телевизора и начитавшись газет, выбрать себе жертву не случайно, а именно по тому, что там написано, что говорят в телевизоре. Вот, дескать, вот какая-то группа национальная, социальная, религиозная, вот они нехорошие люди, и под влиянием посттравматического синдрома, наркотиков и вот этой вот информации он может пойти на преступление. Или не стоит преувеличивать степень влияния СМИ? Ну, скажу, что все-таки антимусульманские, антикрымско-татарские здесь фобии в любом случае нагоняются, как и в свое время в отношении чеченского народа формировался такой образ народа-преступника, народа-террориста. Сейчас то же самое пытаются здесь формировать в отношении крымских татар. Ну, то есть этот процесс идет. И, применительно к позавчерашней трагедии, я не знаю, оно сыграло, не сыграло. Там, на мой взгляд, все-таки сыграло другое. Это психическое состояние самого этого убийцы и плюс наркотики. А если ко всему этому еще добавится и вот эта зондерпропаганда, то последствия, конечно, будут печальные. Агентство QHA со ссылкой на вас сообщает, что вчера задержанный водитель супруги Мустафы Джемилева Ахтам Мустафаев приходится родственникам семье убитых. Во-первых, насколько близка степень этого родства, а во-вторых, по вашему мнению, это такое трагическое стечение обстоятельств или, может быть, есть какая-то более глубокая связь? Ну, я все-таки более глубокую связь там вижу. То есть во вчерашнем обыске и задержании Ахтема Мустафаева, то есть это как один из отвлекающих маневров, чтобы вот это не было там, ну, как правило, когда
такие вот серьезные трагедии происходят, ну, если там какой-то, ну, скажем, есть там страх чего-то, то силовики, как правило, используют какие-то другого рода отвлекающие маневры. Так не единожды было, чтобы люди не собрались максимально на похоронах. Ну, а так вчера и было и под Феодосией похороны, и, скажем, здесь в Давыдовке, и плюс в Бахчисарае и родственники, и друзья, и знакомые, и соседи все следили за ситуацией с Ахтемом Мустафаевым, когда вроде бы парня, вернее, его ни в чем не подозревают, ему никаких подозрений не выдвинули, сказали, что он является свидетелем по делу о поджоге дома муфтия, и тем не менее, ну, интересная, да, практика, когда у свидетелей переворачивают дом вверх дном, изымают телефоны, телевизор, компьютеры, оргтехнику. Ну, то есть, если ты где-то что-то вдруг увидел, то тебе сразу мешок на голову, чтобы ты больше ничего не видел и ничего не говорил, да. И вчера вот таким образом с мешком на голове до самого вечера Ахтема держали. Он даже и не в курсе, где он находился все это время. Вначале ФСБ заявляли, что он был у них, потом сказал, что у них нету, потом, что он на Франко, потом в Бахчисарае. То есть пошли какие-то непонятные игры. И в конце концов вечером его все-таки выпустили. А вот вы говорите, его вечером выпустили. Так откуда его выпустили? Из Симферополя, из Бахчисарая? Из Симферополя. И давали ли какие-нибудь уже пояснения после этого? Что он сам рассказывает? Объяснили ли ему? Давали ли подписать какие-нибудь бумаги? Приглашают ли там через неделю, через день на разговор? Или пока эта история не имеет продолжения? Пока, ну, скажем так, мне полноценно пообщаться с Ахтемом не удалось. Мой телефон включился рано утром. Ну, то есть, когда я уже выйду, поговорю, я буду точно знать. Но знаю одно, что в любом случае к нему применяли насилие, угрозы, ну, чтобы он взял на себя вот это дело по поджогу, так званому поджогу дома муфтия. А вот раз уже мы вспомнили об этой истории, я напомню нашим слушателям, что в Крыму несколько человек обвиняются в том, что они пытались поджечь дом муфтия подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма Мирали Аблаева. И есть ли какие-нибудь подвижки в самом этом деле? Увеличилось ли количество подозреваемых и обвиняемых? Получили ли кто-нибудь новые там повестки и вызовы? Или может быть, дело движется, как вам кажется, дело будет двигаться там к судебному заседанию, или за отсутствием состава преступления его закроют? Я не думаю, что если стряпают какое-то дело, что оно будет закрыто. Они для этого его делали. Поэтому я прогнозирую новые обыски, возможно, аресты, потому что, ну, первоначально топорно так слепили, обвинили Эрома Велиева, которого почти полгода не было в Крыму, но, оказывается, он здесь был, он каким-то образом телепортировался. Ну, вот у нас такие чудеса в Крыму происходят. Самое ужасное в другом, то, что для того, чтобы потом в конце концов кого-то обвинить, можно повесить это на любого человека. Следователь как нарисует, так в суд и проглотит, и вынесут какие-нибудь сроки. А, скажем, это же тоже, да, всему миру, всему мировому сообществу, как и вот в случае с Олегом Сенцовым, будут рассказывать, что он террорист, он кого-то хотел взорвать,
мы террористов не отпускаем, там еще что-то. И тем не менее, я могу привести кучу примеров, когда и террористы, и убийцы не только разгуливают на свободе, но и являются лепшими друзьями того человека, который якобы борется с терроризмом. А можете хоть один такой пример для наших слушателей, или без доказательств вы не хотите? Ну, я потом встревать в эти судебные тяжбы, которые, я знаю, что судов здесь нет, назови я фамилию, будут судебные процессы. Это понятно, это справедливое суждение. Поставлю вам другой вопрос. Относительно недавно в России прозвучало предложение, пока еще только предложение, несколько смягчить экстремистскую 282-ю статью, так называемую двушечку за репост, перевести ее из уголовного процесса в административный, то есть сажать меньше людей, не 650, как там за... Ну, вернее, посажено это меньше, осуждено не 650, как в прошлом году. А потом вот Игорю Мовенко, украинскому активисту, неожиданно для всех, на самом деле, изменили приговор с реального на условный. Потому что если был бы с условного на реальный, я думаю, что никто бы особенно не удивился. Но вот эти вот два события... Кажется ли вам, что, возможно, где-нибудь там далеко-далеко-далеко на горизонте забрежет маленькая надежда на либерализацию? Или это просто вот такое совпадение, и на самом деле ожидать смягчения российского режима, и в Крыму в частности, не приходится? Ну, никаких розовых там иллюзий строить не приходится, тем более вчера было подписано распоряжение и указ, я сейчас точно не могу сказать, о том, что об усилении ответственности и увеличении суммы штрафов за доступы к заблокированным сайтам, за использование анонимайзеров. Так что, если вы говорили о каком-то потеплении в этой части, ну тогда... Ну, подумаешь, человек читает то, что там запрещено. В конце концов, думать, читать не запрещено, тем более и в Конституции разрешается, да, свобода мировоззрения. Если я читаю, но я же не пропагандирую, а тут принимаются законы, указы, которые прямо противоречат статьям Конституции, и все это глотается. Поэтому, когда... скажем, некоторые действия, да, ну вот недавно читал там после презентации фильма «ХДР-ДД» в российских СМИ появился сам материал о том, что вот Ильзара Ислямова, она такая, там родная сестра брата-террориста, экстремиста Ленура Ислямова и куча всякого небылиц. Но никто же за это не отвечает. Но стоит, скажем, имидж уже и к фамилии, и к национальности, и ко всему. Вот 22 июня, в день, когда весь мир там плачет по той трагедии по началу Второй мировой войны, хотя Вторая мировая война, мы знаем, что началась 1 сентября 1939 года. Ну, тем не менее, вот эти вот игры вокруг этого, вот, крымские татары радуются, сказки смотрят. Понимаете, да? Что никто за это не ответил. А вот не будет отвечать. Ну, никто не будет отвечать. Тут я могу вам задать встречный вопрос. Например, ну, я не говорю про вас лично, но, может быть, вы знаете активистов крымских татар, которые, например, подавали бы иски гражданские о защите чести и достоинства в случае таких комментариев. Иначе можно будет там, ну, не то чтобы вам предъявить, но упрекнуть вас в том, что вы сами не боретесь за ваше доброе имя, и получается, что все в сетях могут безнаказанно поливать его грязью. Да нет, это не в сетях, это в средствах массовой информации таких. Ну так тем более, это же газета, можно и газете предъявить. Ну да, здесь, конечно, в первую очередь должны действовать те, чье имя чьей организации там используется, да, то есть
Если я просто в качестве зрителя присутствовал на этом мероприятии, не могу я как-то вступать здесь ни истцом, ни кем-то. То есть с юридической точки зрения я даже подам, и мне скажут: до свидания. Вы не Ислямова Эльзара и не Ленур Ислямов. Поэтому какое вы отношение имеете? Это понятно. Хорошо, давайте я вам задам еще вот такой вопрос. Еще раз вернемся к этой трагедии, произошедшей в Давыдовке. Есть ли у вас сомнений, нет ли у вас сомнений, что все обстоятельства будут расследованы точно и в срок? Не кажется ли вам, что могут быть какие-нибудь там политические или национальные спекуляции на этом вопросе, что-нибудь в этом роде? Или это вот по-настоящему бытовая трагедия, и политику здесь никто приплетать не будет? Я все-таки склонен к тому, что это бытовая трагедия. И думаю, наверное, не удастся это спустить на тормозах. Почему? Потому что уже аналогичный случай у нас 2 года назад был в Старом Крыму, когда убийца изнасиловал и убил крымскую татарку. Тогда вначале сами братья поймали этого преступника, а потом уже правоохранительные органы, его осудили. Потом в ходе следствия выяснилось, что это не первый случай, не первое преступление аналогичного рода, совершенное этим подонком. То же самое, думаю, что здесь, наверное, выяснятся и другие факты. Не думаю, что удастся спустить на тормозах такое громкое дело. Это тогда вот как раз и всколыхнет общественность. Понятно. И последний к вам короткий вопрос. Будет ли крымско-татарский джамаат поддерживать семью? Остались ли там трудоспособные родственники? Или там, может быть, поможет крымская солидарность, например? Крымская солидарность — это просто, скажем, объединение, тех, кто под прессом российской правоохранной, так называемой системы оказался, это объединение семей политических узников. Но другая организация Безумбаумар, это наши дети, тоже, скажем так, помогает детям политических узников. В данном случае немножко ситуация другая, и я вчера разговаривал с зятем сестры, единственная живая сестра осталась. Они хотят взять воспитание этих детей себе. Отец живой, то есть помогать отцу собираются его сестра, зять, потому что парню надо зарабатывать деньги, чтобы воспитывать этих 2 детей. Он не может возле них быть привязан, тем более 5-месячный малыш. Здесь сестра готова помочь. Мы со своей стороны тоже, конечно, будем стараться оказать посильную помощь, но, к сожалению, у нас возможности ограничены, а вот каких-то таких трагических ситуаций становится все больше, к сожалению. Что ж, спасибо вам огромное за ваш детальный обстоятельный рассказ. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро возвращаемся в эфир.